эти люди, которые творят красоту вокруг себя, вокруг окружающих. Красота души, красота внешности. Наш сегодняшний герой создает красоту тела, красоту движений. Татьяна Николаевна Бойчук. Она воспитала не одно поколение танцоров. Сегодня мы поговорим о красоте танца. В эфире программа «Достояние». И, конечно же, мы, ее ведущие, Лада Матвеева и Карина Григорьева. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Вы руководите ансамблем «Созвездие». Откуда это название и почему именно «Созвездие»? Когда я в 91 году пришла в 6-ю школу, этот ансамбль уже существовал. И я знаю, что название этому ансамблю дала на тот момент Валентина Анатольевна Трифонова. И в принципе, я просто ничего не меняла. Мне оно понравилось, и мы решили его оставить. «Созвездие» – победители городских, республиканских и всероссийских конкурсов. Какой результат вам запомнился больше всего? Был такой конкурс, который называется «Созвездие талантов». Он, по-моему, сейчас тоже существует в городе Казани, то есть это Татарстан. И когда мы собрались ехать в этот город, нам сразу сказали: да куда вы едете, вам там точно не дадут, там своих не обидят. Но мы так решили. Был у нас на тот момент танец, который назывался пионерский танец. Мы выходили со знаменами, дети, значит, сначала маршировка была, и в итоге вот они очень хорошо заканчивали его на таком, значит, патриотизме. И мы действительно приехали туда, можно сказать, порвали зал. И несмотря на то, что очень много было там своих местных, то есть казанских коллективов, и вот мы заняли первое место. Я помню, как мы приезжали, возвращались обратно на электричке, притом не было у нас вот такого, что мы туда на автобусе обратно. На электричке дети кричали, они были довольны, было знамя у нас в руках, ну то есть вот как-то вот так. Вот, наверное, самое такое, вот, которое запомнилось. Придумываете постановку всегда сами или вам в этом помогают ваши воспитанники? Ну, бывает так, что задумка одна, а заканчиваем мы вообще по-другому. И очень часто бывает такое, что дети где-то не так сделали, я так смотрю, так, мне это нравится. И то есть вот это движение мы можем включить в танец. Очень часто я даю детям такое задание, как импровизация. Что вы хотите? Но это именно детям, не взрослым, почему-то я не знаю. Взрослые у нас как-то, вот они привыкли, вот как я сказала, так вот. А вот маленькие, они начинают импровизировать, у них очень много интересных движений проскальзывает, что я иногда даже думаю, какие они у меня талантливые. Где-то надо вот это включить, где-то вот это надо поставить. Очень часто бывает, что у маленьких же детей, я говорю, ну-ка, повтори, давайте-ка мы это поставим. И вот такое бывает, да. Расскажу одну историю. Отдыхали мы как-то с небольшой компанией наших друзей на юге. И мы с подружками в море плаваем. Я такая понимаю, что я под шум моря зарождается у меня танец. Я говорю, девочки, я так хочу на работу. Они так на меня посмотрели, типа, что это с тобой, Татьяна Николаевна? Ну вот, то есть, в тот момент, и я потом этот танец немножко позже поставила. В тот момент у меня этот танец, вот прям я его увидела. Конечно, не в деталях, но вот саму мысль, саму вот эту вот идею. То есть вот так бывает. Иногда бывает, что я вижу шикарный танец во сне, думаю, как это красиво, как бы, и я понимаю, что я сплю, думаю, как бы мне это запомнить. К сожалению, я просыпаюсь и не помню ничего. Но бывает такое, что такой восторг от того, что вот такое мы сделали с ребятами, так придумали, классно и здорово. Вот так. За эти годы сможете сказать, сколько было выпущено танцоров? Нет, конечно. Это, начиная с 91 года, это неимоверное просто количество танцоров. Ну, я имею в виду воспитанников моих. Танцоров, конечно, те, которые пошли и дальше в эту профессию, таких единица. А есть ли среди них такие, которые продолжили карьеру танцора? Но вот именно танцора
у нас продолжили братья Мингазовы. Один Мингазов, Наиль Мингазов, он сейчас танцует в Чувашском госансамбле. Да. И достаточно давно и очень успешно, я сказала бы так, потому что он солист. А вот Рамиль Мингазов, это его брат, я знаю, что он в Москве и тоже, в принципе, занимается. Что могу сказать о хореографах? Моя дочь Настя, она сейчас работает хореографом в Казани, имея свою студию. Вот. И была у нас девочка Афанасьева, Наталья, тоже имела свой коллектив, к сожалению, вот она погибла 3 года назад, но тоже очень сильный у нее был коллектив. Вот, в общем-то, а остальные, я знаю, что Света Скворцова у нас тоже занимается с коллективом, то есть приходит на постановки, ставит очень неплохие танцы. То есть я так думаю, даже если он не в профессии, этот человек, этот выпускник нашего ансамбля, скажем так, он все равно может поставить танец. Вы ездите с детьми в разные города России, а родители помогают в поездках? Да, конечно, родители – это наши главные спонсоры. Если раньше, в 90-х годах, мы могли запросто поехать и в Нижний Новгород, и в Казань, и, то есть в различные города, и за это ребята не платили вообще ни копейки. То есть костюмы шились на спонсорские деньги, вплоть до обуви. То сейчас, конечно, все вот эти моменты, костюмы, обувь, поездки, взносы за конкурс, это все ложится на плечи родителей. На ваш взгляд, занятия танцами вселяют в ребенка уверенность в себе? Обязательно. Это же мало того, что он занимается перед зеркалом, то есть он видит себя, видит свои движения, как они у него получаются, но потом он еще обязательно свои труды показывает на сцене. На сцене не каждый может себя хорошо и уверенно чувствовать. Это может чувствовать только тот, который постоянно занимается, который постоянно, а наши дети, они очень часто выступают, то есть и мы ездим по городам, неуверенный ребенок, просто он потеряется в толпе. А я всегда говорю: ребята, вот ты вышел, например, ребенку говорю, ты вышел на сцену, ты прям звезда, ты вот стоишь там сзади, но ты должен показать: я звезда, я самый крутой, посмотрите на меня, запомните меня. Поэтому, конечно, он, занимаясь танцами, он обязательно будет по жизни уверенным в себе. Какие виды танца вы практикуете в своей работе? У нас ансамбль называется «Ансамбль современного танца созвездия». Поэтому, конечно, мы больше делаем акцент на современные танцы, эстрадные танцы. Но мы можем танцевать и стилизацию, и даже латину. А какими словами вы поддерживаете воспитанников при поражениях? Во-первых, я их никогда не ругаю. Я их могу ругать на репетициях. Но если вдруг случилось вот такое, я всегда им говорю: ребята, вы самые крутые, вы самые лучшие. Посмотрите, кто судьи, а судьи кто? Конечно, это вот как-то так, но да, я вот не ругаю их вообще никогда при поражениях, только подбадриваю. Татьяна Николаевна, откуда у вас такой интерес к танцам и к музыке? Начнем с того, что во 2 классе меня мама отправила в музыкальную школу. Я закончила класс фортепиано, то есть я оттарабанила 7 лет в музыкальной школе, хотела, не хотела, там меня никто не спрашивал. После этого я пошла в училище педагогическое, заканчивала там музыкальное отделение. И вот по распределению я попала в Кирю. Есть такой город, поселок, наверное, все-таки это село Киря. Алатырский район, это очень далеко, то есть мне казалось от цивилизации, скажем так. Вот. И когда я приехала, я очень не хотела туда ездить. Я приехала туда, и на мое счастье ученики, выпускники сожгли школу. Директор, конечно, там в шоке бегает, ему вообще не до меня, какой там молодой специалист.
И вот я довольно счастлива, взяла открепление, приехала в Чебоксары. Очень быстро нашла работу в 54-й школе. И в этой школе существовало такое отделение, как эстетическое. То есть дети, помимо того, что они ходили на основные предметы, они могли выбрать хореографию, музыку, то есть более углубленно изучали вот эти предметы. И так получилось, что помимо уроков музыки, поскольку я закончила музыкальное отделение, я еще работала концертмейстером у очень известного бальетмейстера. Захар Иванович был такой, сейчас, по-моему, его уже нет. Ну вот, и я работала у него концертмейстером, и как-то вот мне это все дело очень понравилось. То есть я видела, как он работает с детьми, и вот, наверное, в тот момент я поняла, что я, наверное, хочу быть хореографом. И так случилось, что когда мне нужно было вернуться в город Канаш там по каким-то семейным делам, я возвращаюсь, и мне говорят, что здесь музыканты не нужны совсем. Но в 6-й школе была вакансия хореографа. На тот момент хореограф этой школы, Пронькина Надежда Ивановна, ей нужно было выехать срочно в другой город на жительство. Мне говорит Клавдия Петровна Солдаткина, на тот момент была директором: Татьяна Николаевна, сможете? Ну, мне 21 год на тот момент было уже. Я думаю, наверное, я хочу. И без образования абсолютно хореографического в меня как-то поверили, взяли меня. И вот на тот момент были 2 группы. Одна старшая, там, по-моему, было 4 пары, и вторая группа третьеклассники. Это, по-моему, количество народу было, сейчас скажу сколько точно. Я думаю, что 12. То есть было 6 девочек и 6 мальчиков. Вот. И вот с тех пор вот так вот у нас ансамбль «Созвездие» разросся. Ваши дети состоят в ансамбле «Созвездие»? Чем они занимаются в свободное время? Моя дочь старшая, ей уже достаточно много лет, ей 25 лет, она совсем взрослая, она сама уже руководитель ансамбля. Ну, конечно, она танцевала в ансамбле, сейчас вот хореографом работает. Что сказать о маленькой девочке? Она сейчас в 6 классе, конечно, она ходит в ансамбль. В свободное время, а если у нее свободное время, она занимается помимо танцев, в музыкальную школу ходит на английский язык. Что вы чувствуете, когда объявляют результат того или иного конкурса? Конечно, я всегда очень сильно волнуюсь вместе с детьми, стоя за кулисами, потому что каждый номер – это наша совместная работа. И если у нас результат положительный, то есть призовое место, то мы очень рады всегда с детьми, естественно, довольны и счастливы едем обратно. Как вы думаете, с какого возраста лучше начинать заниматься танцами? Ну, чем раньше, тем лучше, конечно. Но хочу сразу сказать, что я с такими детьми заниматься просто не могу. Это такое терпение великое должно быть. Конечно. Поэтому я занимаюсь только... Вот ребенок пошел в школу, таких детей я беру. Угу. А вообще, чем раньше, тем лучше. Вот пошел и сразу вперед. Вы ставите танцы невероятной красоты. Ребята выполняют очень сложные движения. Как вам это удается? Но это только труд. Труд и еще раз труд. Притом тяжелый. Я помню, когда мы готовили один номер, мы до такой степени повторяли одни и те же движения. По-моему, как раз пионерский танец это был. Там очень много было движений на полу. И дети уходили домой с разбитыми коленями. И, кстати, хочу сказать, что ни один родитель мне потом не звонил, не говорил: Татьяна Николаевна, как же так? Это мой ребенок, он пришел в синяках, в слезах. Ну, было такое, что они настолько уставали, говорили, что все, мы не можем, я не хочу, я не буду. То есть, вот еще раз, где-то я включаю авторитарность вот эту свою. То есть ты должен, мы должны, мы самые лучшие, мы это должны сделать. Опять я вспоминаю Захара Ивановича, у которого я работала концертмейстером в Чебоксарах. Он, конечно, был очень жесткий, где-то жестокий хореограф.
Как-то я вот смотрела, я иногда сидела с инструментом, да, играла. И когда он начинал кричать на своих воспитанниц, я даже порой настолько то есть от неожиданности вздрагивала. Не то, что там дети, да, то есть я пугалась и боялась. И вот, наверное, где-то вот эту черту я у него взяла. Но я сейчас понимаю, что без вот этой вот где-то жесткости в нашем деле, то есть, конечно, хочется, чтобы дети были самые лучшие. Планку никак не хочется снижать. Поэтому приходится, хочешь, не хочешь, они хотят, не хотят, но работа есть работа. То есть результат мы должны показать вот на высшем уровне. Татьяна Николаевна, каковы ваши самые ближайшие планы? Но если говорить о творческих планах, то, конечно, мы планируем с ансамблем «Созвездие» подготовить концерт, который у нас проходит обычно в начале мая. Мы всех зрителей приглашаем на наш концерт. Я думаю, что всем понравится. И мы планируем также позвать на этот концерт наших выпускников. И в завершение нашей беседы давайте с вами пофантазируем. Представьте, что вам дается возможность воплотить в жизнь самое заветное желание. Каким бы оно было? Ну, наверное, быть счастливой. Вроде кажется просто, но на самом деле, когда вокруг тебя твои родственники, твои близкие, дети, муж счастливы, здоровы, то и я счастлива, мне просто больше ничего не надо. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Успехов вам и вашим воспитанникам. Удачи ансамблю «Созвездие». Пусть воплощаются в жизнь самые смелые мечты. Спасибо. Татьяна Бойчук – талантливейший человек, лауреат и победитель многочисленных конкурсов. Желаем ансамблю «Созвездие» успехов! Ну а мы продолжим вас знакомить с именитыми людьми нашего города. До новых встреч, дорогие друзья! До следующего выпуска!